Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LiveKZ. Меня зовут Ринат Кибраев. И сегодня мы поговорим о продуктовых корзинах и о том, как на самом деле местная исполнительная власть в лице акиматов помогают пенсионерам с коммунальными услугами. Пару выпусков тому назад я рассказывал о продуктовом наборе продуктовой корзины. Вернее, о том, что некоторые продукты отсутствуют в этой самой продуктовой корзине. Но теперь наши власти опубликовали наконец-таки перечень продуктового набора. Давайте ознакомимся с ним. Это масло сгущенное 2 штуки, говядина тушеная 2 штуки, конина тушеная 2 штуки, крупа 3 килограмма, рис 3 килограмма. Хлопья овсяные 1 килограмм, мука 1 штука, макароны 3 килограмма или 1 пакет, масло подсолнечное 2 штуки, сахар 3 килограмма, печенье 1 килограмм, чай 2 штуки или молоко 2 штуки. Кроме того, на каждую семью полагается 50 медицинских защитных масок. Раздают эти самые продуктовые наборы Республиканский общественный фонд Бергемес или наши акиматы. Дело в том, что почему я поднял эту тему. Огромное количество нуждающихся в нашей стране, к сожалению, не смогли получить даже эти продуктовые корзины. Очень много людей мне звонили по телефону и спрашивали контакты тех людей, которые могли бы помочь им с этими самыми продуктовыми корзинами, так как у них в буквальном смысле уже нечего было есть. Но, как мы сами видим, что не всем нуждающимся, к сожалению, достались эти самые продуктовые корзины. Это, наверное, первая проблема. А вторая проблема заключается в том, что многие из тех людей, которые получили продуктовые корзины от наших акиматов, они жаловались на то, что в них отсутствуют некоторые виды продуктов. Но сейчас вот появился официально перечень тех продуктов, которые должны присутствовать в продуктовой корзине. И надеюсь, на время карантина все это будет строго соблюдаться, и люди наконец-таки получат на то, что они имеют право. Потому как эти деньги не чиновников. Это деньги нашего народа. То есть это нам чиновники не делают одолжения, когда они раздают нуждающимся людям эти самые продуктовые корзины. Нет, это народ Казахстана помогает нуждающимся из числа народа Казахстана. Так, и следующая тема, которую я тоже затрагивал у себя на канале, это 15 тысяч тенге на коммунальные услуги. И сегодня я прочитал интересную новость. Получающие больше 40 441 тенге пенсионерам отказали в компенсации 15 тысяч тенге за комуслуги. Получающие больше 40 441 тенге пенсионеры не могут рассчитывать на 15 тысяч тенге для оплаты коммунальных услуг, сообщила руководитель управления мониторинга социальных выплат филиала Государственная корпорация правительства для граждан по городу Алматы Динара Байсинова. На сегодняшний день она обосновывает. Размер минимальной пенсии составляет 40 441 тенге. Получается, лица, которые получают больше этой суммы, не попадают под категорию получателей минимальной пенсии, которым положены 15 тысяч тенге компенсации за оплату коммунальных услуг, сказала Байсинова на брифинге в пятницу. В таком вот государстве мы живем, когда даже несчастные 15 тысяч тенге не могут получить люди, которые в них нуждаются. То есть, если пенсионер получает больше 40 тысяч тенге пенсию, то он уже не может рассчитывать на то, что ему компенсируют коммунальные услуги. К
сожалению, в нашей стране на самом деле пенсионеры получают незначительно больше, чем 40 тысяч. Некоторые пенсионеры получают 50, 60, 70 тысяч тенге. Разве это что-то меняет? Разве 10-20 тысяч тенге что-то меняет? К сожалению, ответы на эти вопросы мы не получим. С вами был я, Ринат Кибраев. Вы были на канале LiveKZ. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Обязательно поставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях. Всем рахмет. Сау болыңыздар.